задаете один из самых вечных вопросов. И первое, что мне вспоминается, это спор Толстого и Чехова. В свое время Лев Николаевич написал рассказ, который, по-моему, так и назывался. Смысл рассказа сводился к тому, что вот человек всю жизнь метался, чего-то добивался, а оказалось, что нужно ему всего 2 метра земли для могилы. Чехов в одном из своих рассказов спорит с этим и говорит: нет, 2 метра земли нужно трупу, а не человеку. А человеку нужен весь громадный мир. Преклоняясь перед Толстым, я в этом споре на стороне Чехова. Нужен действительно весь мир. Очевидно, у каждого человека могут быть свои приоритеты, и это нормально. Это было бы странно, если бы у всех приоритеты были бы ранжированы одинаково. Но если вы спрашиваете про меня, то я бы обозначил 3 главных. Любимая работа, которая дает удовлетворение, которой отдаешься. Любимые друзья, круг людей, в которых я уверен и которые во мне уверены. И любимая жена, близкий человек. Вот. Виктор Леонидович Шейнис известен как доктор экономических наук, профессор, депутат Государственной Думы России, член фракции «Яблоко». Примечательно, что Шейнис был депутатом всех демократически избранных российских парламентов. Он же один из разработчиков проекта первой Конституции России. Впервые общественность нашей страны узнала о Викторе Шейнисе как о человеке с активной гражданской позицией еще в 1956 году. Тогда на основе тезисов Револьта Пименова им была написана работа «Правда о Венгрии», которая ходила в рукописных списках по Ленинграду среди мыслящей интеллигенции. Это был протест против ввода советских войск в Венгрию. За это Шейниса выгнали из аспирантуры, лишили возможности заниматься любимой наукой. По сути, Виктор Леонидович Шейнис – один из первых свободомыслящих в нашей стране. Среди его друзей были известные правозащитники Андрей Дмитриевич Сахаров, Револьт Иванович Пименов. Сегодня Сергей Адамович Ковалев. Хотелось бы отметить еще один факт из жизни Виктора Шейниса. В период подготовки недавно прошедших президентских выборов именно он вел трудные переговоры с Егором Гайдаром по поводу выдвижения единого кандидата в президенты от демократической оппозиции. К сожалению, эти переговоры не увенчались успехом. В Сыктывкар, столицу республики Коми, Виктор Леонидович приезжал за несколько дней до первого тура выборов президента России в надежде поговорить с нашими согражданами и донести до них программу общественного объединения «Яблоко», одним из авторов которой он является. Когда наша съемочная группа приехала на одну из таких встреч в Сыктывкарский государственный университет, перед нами предстала вот такая безрадостная картина. Я вспоминаю май 1989 года. Этот зал не мог вместить всех, кто пришел на встречу с академиком Андреем Дмитриевичем Сахаровым, который незадолго до своей кончины приезжал в Сыктывкар с целью поддержать на первых демократических выборах высший орган власти нашей страны кандидата в депутаты от нашей республики Револьта Ивановича Пименова. Что же произошло с нами за эти прошедшие 7 лет? Вот как анализирует эту ситуацию Виктор Леонидович Шейнис. Во-первых, масштаб человеческой личности Андрея Дмитриевича Сахарова неизмеримо крупнее, значительнее. И я думаю, что если бы Сахаров был жив, то пришло бы гораздо больше людей. Но дело не только в этом. Закончился романтический период нашей политической жизни. Оказалось, что те идеалы, которые отстаивал Сахаров, и которые в меру сил и умения пытаемся отстаивать мы, сегодняшние демократы, этих идеалов достичь не столь уж легко.
не столь близко они находятся. И произошло естественное разочарование в общественной деятельности, в политической деятельности. Это естественно, хотя это огорчительно, но это самое нелепое и неразумное, что можно сделать, это бросать обвинения людям. Вот вы такие, вы пассивны, вы не интересуетесь, из-за вас и так далее. Я думаю, что это неразумно, это неконструктивно, а политики должны найти новые пути к сердцам людей. Это нелегко сделать, но, наверное, надо говорить людям о том, не о светлом будущем, в которое они справедливо не верят в ближайшие годы, а о тех повседневных заботах, которые их одолевают. Нужно проложить путь к сердцам людей. Это, конечно, сделать непросто, потому что если не приходят навстречу, если, скажем, вот такая передача, как наша, является счастливым исключением, то достучаться до людей трудно. Но все равно надо это делать. Сегодня 14 июня 1996 года. До выборов президента осталось буквально несколько дней. Как бы вы прокомментировали мои ощущения сегодняшнего дня? Если на этот раз Явлинский не станет президентом России, то я почему-то уверена, что это произойдет на следующих выборах, возможно, в 2000 году. И мне кажется, что вот эти 4 года, это в лучшем случае будет топтание на месте. Вы знаете, я согласен с вами в главном, что жизнь не кончится ни 16 июня, ни в тот июльский день, когда произойдет второй тур выборов. Но я не думаю, что задача активных политиков заключается в том, чтобы ждать 2000 год. И дело не в том, ведь, чтобы Явлинский стал президентом, а дело в том, чтобы наша программа, с которой выступает Явлинский, реализовалась в реальной жизни, хотя бы частично, хотя бы постепенно. Известны те требования, которые предъявил Явлинский Ельцину в качестве условия поддержки президента Ельцина. В том случае, если серьезно будет корректирована политика в интересах громадного большинства населения страны. Не случайно тот программный документ, большая книга, которая является результатом напряженного труда большого коллектива людей, депутатов, экспертов, местных организаций «Яблоко», называется «Реформы для большинства». Мы за реформы, мы против возврата, но мы за такие реформы, которые дают блага, приносят блага большинству. И мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы эти 4 года не пропали в туне, чтобы дело не сводилось к персоналиям, к выбору того или иного лица, а чтобы была принята наша политика. И если кто-то другой готов будет хотя бы частично осуществлять наш политический курс, который, по нашему убеждению, глубоко соответствует интересам большинства россиян, то мы, безусловно, поддержим такого политика. Виктор Леонидович, мы договаривались с вами, что интервью будет проходить на улице, там, где организовался сегодня праздник, но стихия нам помешала. Как вы считаете, это случайно? Это, конечно, случайно. Это, конечно, случайно, тем более, что, по-моему, сейчас уже дождь заканчивается. Есть такой закон всемирного свинства, по которому бутерброд всегда падает намазанной стороной. Именно на то время, на которое был назначен праздник, пришлась сильная гроза. Но, вы знаете, гроза летом – это вещь не страшная. Она быстро проходит, она освежает воздух. И мне хотелось бы, чтобы и в прямом, и в переносном смысле воздух и здесь, в Сыктывкаре, и над нашей Россией был чистым, свежим, послегрозовым.
а не предгрозовым. Немногим известно, что 14 июня около Сыктывкарского кинотеатра «Парма» должен был состояться праздник цветущих яблонь. Предполагалось, что центром театрализованного представления станет посадка яблони. Но проливной дождь расстроил планы организаторов этого праздника. И все же в зимнем саду кинотеатра была посажена яблонька. Она прижилась, вопреки прогнозам специалистов, которые не рекомендовали пересаживать деревце летом. Хочется верить, что это добрый знак. Придет время, когда эту яблоню из зимнего сада высадят в открытый грунт.